Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і, як звычайна, мы абмяркоўваем падзеі ў Беларусі і за яе межы з межамі са студыі Еўрарадыё у Варшаве. Ну і сённяшняе наше абмеркаванне мы пачнем з размовы з прадстаўніком ініцыятывы Белпол Уладзімірам Жыгарам. Добрый дзень, Владимир. Добрый день. Ну, як звычайна, мы з вами сустракаемся адразу пасля з'яўлення на платформе YouTube вашага чарговага выдатнага расследавання разаблачэння. Ну і гэтым разам вы ізноўку вярнуліся да тэмы працы беларускіх прадпрыемстваў на ВПК военно-прамысловы комплекс, в прынцыпе, на расійскіх акупацыйных ваякаў ва ўкраіне, на войска расійскае. Вы уже звярталіся да гэтай тэмы, прычым, наколькі я памятаю, у траўні 24-го году, ну амаль год, 9 месяцаў таму. Чаму была такая разбежка у расследаваннях у гэтым накірунку менавіта працы на войну? Ну, в первую очередь, потому что такие материалы, работа с такими материалами, это достаточно такое длительное действие. Помимо того, что необходимо понять, что у нас есть, нужно понять все схемы, кто что, чего и как производит. Ну и, конечно же, в первую очередь необходимо доводить эту информацию до наших партнеров, работать с точки зрения санкционного давления. И когда определенная работа была уже проделана, после того, как определенные санкции в отношении таких системообразующих компаний были введены, можно сказать, после этого мы приняли решение, что неплохо было бы это всем показать, потому что люди, в первую очередь в Беларуси, которые смотрят, как правило, у нас там 75-80% просмотров из Беларуси, должны понимать, что сейчас Республика Беларусь производит на своих предприятиях, даже таких мирных, как тот же самый там БМЗ, либо БелАЗ, опять-таки, как я вам говорил, что будет тут про БелАЗ, вот оно и, в общем-то, продолжение про БелАЗ, что производит Беларусь, почему это происходит и чем это чревато. Ну, мы больш падрабязна, а гэтыя ўсе факты вами пералічаныя потрапілі вось у фільм, які выйшаў буквально дзень таму, але давайте трошку вернемся, все ж таки 9 месяцаў прайшло, вернемся трошку абсолютно коротко до першага фільма. Расследаванне, ты что выявили и что показали у першым фільме? Основное, то есть якія накірункі былі выяўлены тады працы беларускіх прадпрыемстваў на российский ВПК? Более 40 белорусских предприятий производят прицелы для бронетанковой техники, автоматического оружия, а также гранатометов в интересах Министерства обороны России. В отношении большинства этих компаний введены ограничения США, Европейского Союза, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии. Есть также определенные ограничения со стороны Тайваня и Южной Кореи. Эта информация также доводилась до всех наших партнеров. Все прекрасно уже тогда мы доказали, и все понимают, что режим Лукашенко участвует в войне в Украине. Этот материал это является своего рода как бы и продолжением, но на самом деле более таким печальным или грустным для белорусов. Потому что если там мы говорим о прицелах, то здесь мы говорим о реактивных снарядах калибра 122 мм для РСЗО «Град». Вот вы все перескакиваете. Я разумею, что вельмі такая актуальная болючая, але давайте все ж таки першым вот конкретно перейдем до гэтых. Вот прицелы. Ну, можно сказать, что в принципе мы там ничего там адмыслова для вот аккурат таки под гэтую войну, под гэтую, скажем, оккупацию России Украиной не рыхтовали, выпускали себе и выпускали прицелы. Вот их зараз приспособили под гэта. Там ведь в том же самом материале мы показали, что производство прицелов для бронетанковой техники осуществляется на территории Республики Беларусь, начало осуществляться именно после начала войны, но основная проблема, что большинство наименования прицелов производится для техники, которой в Беларуси нет и никогда не было.
И очевидно, что так как этой техники нет, все эти прицелы идут туда, где они есть. А есть они в России. И эти прицелы, по сути, особенно если мы говорим о прицелах для танков, это прицелы, которые способны модернизировать старый российский танк до, в принципе, такого более или менее современного образца. Новых танков у русских не так много, а вот старого ламья достаточно. И белорусские прицелы фактически модернизируют этот танк, и после чего он попадает на фронт. Вот давайте трошечку уже может быть звернемся до того, вот вы кажете, все ж таки трэба даводзіць эту інфармацыю до наших партнёраў. І вот 9 месяцаў прайшло, вы выкрылі тады распаўсюдзілі інфармацыю і пра гэтыя 40 беларускіх прадпрыемстваў. І наколькі я памятаю той фільм, там узгадываліся кітайскія розныя прадпрыемствы, якія працуюць, робяць адмысловыя там часткі таксама для гэтых прыцэлаў. Потым вы эту информацию, я ведаю, что распаўсюдживали, доводили, вынік. Мы с ней работали фактически еще до ее публикации. И уже когда мы понимали, что определенные процессы необратимы, мы ее показали. И потом еще было несколько санкционных пакетов. Что мы имеем в конечном итоге? Там, наверное, около 80% предприятий попали под те или иные ограничения. Что это дало? Особенно вот эта китайская компания Shenzhen 5G. Была разорвана цепочка доставки в Беларусь определенных комплектующих, которые производятся не в Беларуси, в Китае в данном случае, что фактически приостановило производство прицелов на 3 месяца. Создание новой цепочки привело к тому, что новой цепочки обхода санкций привело к тому, что меньше денег стал зарабатывать режим Лукашенко. То есть интереса у Лукашенко в производстве такого вида, скажем так, оборудования стало меньше. И санкции будут вводиться и дальше в отношении тех компаний, которые имеют отношение именно к тем цепочкам, то есть к тем схемам производства прицелов. И эффективность, особенно эффективность американских санкций, она еще заключается в том, что даже китайские компании, как нам известно, не хотят работать с белорусскими компаниями, потому что все же попасть под вторичные санкции США желания, скажем так, маловато у них. И это тоже успех. В принципе, мы смогли снизить производственные мощности прицелов на территории Беларуси в интересах армии русских. Но, повторюсь, самое важное в тот момент было то, что цепочка, из-за разрыва цепочек на 3 месяца производство остановилось. Угу. Ну так, безумоўна, гэта вельмі важны аспект. Шкада, конечно, што не цалкам не атрымалася там заблакаваць, разарваць, спыніць вытворчасць. Ну, але і гэта таксама, я думаю, што ўсё ж таки мела сваё значэнне. Давайте да вашага новага фільма. Яно тычыцца рэактыўных снарадаў для сістэмы залпавага агня «Град». Ну, здавалася б, у Беларусі ж у беларускім войску таксама ёсць «Грады». Ну, робят для себе, там, нормальная такая военная вытворчасць, ёсць яна паўсюль. Вот вам в Германии Rheinmetall, вот там американцы, мало того, что вырабляюць, так и по ўсім свете продают. Ну, что такого? Чем горшие белорусы? Ну, тут ответ, в общем-то, можно найти непосредственно в самом нашем фильме. То есть, в первую очередь, вся конструкторская документация передана белорусам из России. Производство, которые участвуют в выпуске именно реактивных снарядов, получают деньги из России, продают готовые изделия в Россию. И в Беларуси такое количество реактивных снарядов не надо. И как уже я неоднократно, даже вот в эфире Еврорадио говорил, выход на производственные мощности — это 27-й год. И это все делается за деньги русских.
и все на территории Беларуси. Мы сказали про 16 предприятий, на самом деле их будет немножко больше, просто не обо всех мы можем сейчас говорить, но к тем 40, которые, там более 40, которые были с прицелами, добавляем еще вот эти более 16, ну, повторюсь, это внушительная цифра. Але сам працэс, ну вот здавалася б, ну снарады, ну няўжо беларускі военпром, беларускія прадпрыемствы не могуць вырабляць гэтыя снарады, і вот оказывается могуць, ну прапаганда так заявила, могуць. Лукашенко прыехаў, яму показалі макеты этого снарада, і он там горда похлопаў яго, там пакінуў аўтограф свой. Ну і вот зараз будуць хваліцца про тое, як беларусы здольныя ад пачатку до конца вырабіць вось такі сучасны рэактыўны снаряд. Что насамрэч атрымалася? Ну, что мы получаем? Беларусь втягивается все больше и больше в войну. Потому что то, что они производят, на самом деле изначально они не могли это производить. Им нужно были хорошее, скажем так, вложения, и русские согласились на это. Хотя инициатива исходила от Лукашенко. Что я могу, у меня есть возможность, есть предприятие. И русские дали денег. Но не хватает, во-первых, профессионалов на производствах, а во-вторых, станочный парк белорусских предприятий, ну, крайне устаревший. И поэтому часть денег, которые вот были получены от русских, были отправлены, скажем так, в Китай для закупки специального оборудования. Для производства тех же самых взрывателей подключили Национальную академию наук Республики Беларусь. И все это приводит к тому, что действительно внушительное количество реактивных снарядов будет поставляться в Россию и будет использоваться русскими в войне против Украины. Вы там пералічваеце досыць цікавыя факты, ну, напрыклад, з той же самай звязаныя з кітайскім абсталяваннем, якое набылі, прывезлі, паставілі, пачалі яго эксплуатаваць, а аказалася, што ну как-то ці абсталяванне не такое, ці рукі не з таго месца растут. Ну, это обычная ситуация для белорусских производств, потому что, ну, люди, которые стоят или работают за станками, там, 70-х, там, не знаю, может, начала 80-х годов, когда им привозят оборудование, которое, там, ну, может быть, но едва ли поддерживает русский интерфейс, то есть русский язык на тех же самых дисплеях, как с ним работать, как его вообще включить, это большие вопросы. А денег и желания на обучение этих людей попросту нет. Потому что обучи обычного белоруса, какого-нибудь там работника, не знаю, там оператора станков с программным управлением, обучи его работать на таком оборудовании, так через некоторое время он просто уедет, не знаю, там в ту же самую Европу работать за намного большие деньги. И поэтому нет, господа, вы как-нибудь, вот вам станок, вот вам книжка, ну, крутитесь как хотите. У мяне ўвогуле склалася такое ўражанне, калі я глядзеў фільм, што спачатку-то там горда заявілі, мы вам тут зараз будзем вырабляць снарады, толькі грошы плаціце, а па выніку атрымалася, што вырабляць гэтыя снарады, то яны не могуць, што ў лепшым выпадку яны могуць быць зборачным цехам. Ну, понимаете, здесь как? Оно будет все идти постепенно. Они научатся. Увы, они научатся. Потому что, по большому счету, они начинают это делать с нуля. И то, что мы рассказываем про реактивные снаряды, то, что мы показываем и рассказываем про прицелы, это далеко не весь ассортимент, номенклатура того, что производит Республика Беларусь в интересах армии оккупанта. И многие, не все, но многие вот эти, скажем так, линии, они фактически создаются с нуля. В Беларуси никогда это не произойдет, а Беларуси было не очень-таки нужно. Было достаточно определенного вооружения, которое хранилось на складах, и которое Лукашенко мог, в принципе, с хорошей выгодой для себя продавать. А сейчас, дабы не участвовать своей, там, пускай этой марионеточной армией в войне,
Лукашенко согласен производить оружие для русских. Но это не отменяет того факта, что фактически он все больше и больше втягивает уже не себя в войну, а Республику Беларусь, потому что на всех этих предприятиях работают тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч, может даже до миллиона, если говорить о том, скажем так, что знаю я с точки зрения других производств, других, скажем, другого оружия, которое мы еще не рассказывали, но обязательно в свое время расскажем. Миллионы белорусов. И тогда уже Беларусь втягивается в войну. Вось, дарэчы, акурат такі пытанні з нагоды вось гэтага уцягвання вайну. Дарога пытаецца, наколькі гэтая завязанасць беларускіх прадпрыемстваў на ваенную вытворчасць для России подвышае рызыку украинских ударов по их? Во-первых, вспоминали дорогу, вот она написал. Привет, Валера. Я не знаю, наверное, это нужно спрашивать у украинской стороны. Мне сложно так, конечно, сказать. Так, чисто по-человечески, отбрасывая все остальное, это очевидно. Вот Беларусь, которая декларирует о том, что мирное небо, все хорошо, мы тут не участвуем. А по сути, все белорусские предприятия Министерства промышленности, все без исключения, все предприятия ГВПК и несколько сотен компаний, обществ коммерческого типа участвуют либо в обходе санкций для Беларуси, либо России, либо в производстве вооружения в том или ином виде. Позже мы показывали, даже телеханы, клюшки когда-то делали, а сейчас они делают коробки, ящики для снарядов. Все белорусские предприятия. Просто кто-то больше, кто-то меньше. И на этом зарабатывает система, потому что, как опять-таки много раз говорилось, основные рынки сбыта белорусские предприятия проигрывают. Основной является Россия, даже там Китаю проигрывают, и поэтому наращивается производство вооружения. И вновь, 27-й год. Что будет потом? Потому что едва ли, предположим, будет заключен мирный договор в ближайший год. Они же не скажут там Лукашенко, все, типа, стоп. Разбирай. Не, разбирай там или делай с этим, что хочешь, мы тебе денег больше не дадим. Нет. Это будет дальше производиться, и выход на производство. Это все гэтае и прадпрыемства, и фарматаваныя беларускія прадпрыемствы пад працу на расійскія ВПК будуць працаваць у часы перамір'я, умоўно скажем, на пераўзбраенне расійскай армии. Да. Только, опять-таки, для чего? Для войны новой войны против Украины? Либо... Против Европы. Вот. И тут Беларусь уже не будет там, скажем так, просто что-то там, да, там что-то там неоднозначное. И что нам теперь делать? Нам теперь говорить о том, что да нет, там режим показывает знаки там левым, правым глазом, там, да надо как-то договариваться с ним, да надо садиться дипломата возвращать. Господа, что будет потом? Потом уже многим вообще будет не то, что там недополитзаключенных. Да, Беларусь будет рассматриваться как агрессор. И все те, кто находится в Европе, в Америке, имеют гражданство Беларуси, будут ровно так же подвергаться какой-то дискриминации или давлению со стороны граждан той или иной страны, потому что это будут граждане страны-агрессора. Что будет тогда? И поэтому сейчас, пока у нас на дворе был 24-й, стал 25-й год, необходимо что-то делать. Нужно блокировать, даже если это выглядит как-то неоднозначно, либо это может быть жестко или жестоко, но мы свои выводы, когда мы ездим, не знаю, мы общались по поводу материала «Вооруженная оборона 2» и с евродепутатами Еврокомиссии, Европейской службы внешних связей, мы постоянно на контакте с Государственным департаментом США, ОФАК, мы везде объясняем. Потому что там люди меняются, там власть сменяема. Да, там приходят новые люди, мы каждому объясняем, что проблема. Эту проблему необходимо решать. Не завтра, а желательно сейчас. В идеале вообще вчера. Если мы не будем решать, то ваша жизнь, если говорить про европейцев, ваша жизнь очень кардинально поменяется. И с утра вы будете не читать газету или пить кофе,
а вы будете прятаться от таких вот реактивных снарядов. Потому что для Лукашенко и Путина европейский мир, идеалы европейские, они полностью чужды. Им нравится только получать какую-то там выгоду от этого, но они никогда не смогут жить бок о бок вот с этим европейским миром. Ну, от, пытанне дарогі вельмі цікавае і важнае. У нас сёння в эфіры будзе украінскі палітолог Дмітрый Грамакоў. Мы вот адресуем гэтае пытанне яму, так бы мовіць, па свежых слядах. А с Владимиром ўсё ж таки вернемся яшчэ да абмеркавання гэтага фактаў з расследавання. Такім чынам, якія аб'ёмы зараз вырабляюць на сёння ўжо гэтых снарядаў, і калі казаць пра планы, то что в планах, каких объемов досягнуть? Самый основной план — это выпуск там сотен тысяч реактивных снарядов в год. Сейчас, опять-таки, мы говорим про там, тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч различных деталей, компонентов, потому что, ну, опять-таки, какое-то производство что-то делает лучше, больше, кто-то хуже, как там мы показывали, был брак по трубам, где приходилось уже другим предприятиям исправлять этот брак, потому что у них есть такая возможность, есть такое оборудование. Это тысячи, сотни тысяч реактивных снарядов в год. Я, дарэчы, звяртаюся да ўсіх. Тут вось у нас у апісанні як под Ютубом, так і ў анонсе на сайце Еўрарады ёсць спасылачкі, прамыя спасылкі на абодва гэтых фільма расследавання пра збройнага барона. Так і называюцца «Збройны барон 1 і 2». Можете зайсці, паглядзець, аднавіць у памяці. І, дарэчы, ну калі кажам пра збройнага барона, я так разумею, гучная такая назва, адразу уяўляецца сабе вот нейкі такі барон, які гандлюе зброяю, якое там свая банда, свае каналы. У Лукашенко ў дадзеным выпадку ўсё ж таки мае свой профіт, ну як у выпадку з Белазам тым жа самым, ці тут іншая сітуацыя, тут просто загружаюць працай, заказамі беларускія прадпрыемствы? Ну, у него, с его точки зрения, у него есть профит, это политический. Во-первых, он выполняет, скажем так, он участвует в войне, выгодно, конечно, для себя, и его не могут склонить, этого несклоняемого, использовать белорусскую армию в войне. То есть он выбрал для себя эту великолепную роль. И при этом он еще говорит о том, что он там невероятный миротворец. Мирное небо и прочие вот этот пропагандистские нарративы. Так что да, экономика получит. Ну, опять, мы же говорим о том, что это за деньги? Да, белорусская экономика получает эти деньги, да. Вот сколько мы говорили про Белаз, сколько Лукашенко прикарманил 5,5 миллиардов минимум долларов на схемах по продажам Белазов. Белазы продаются в Европу. Мы это тоже показали, эту схему. И эта схема еще скоро тоже, скажем так, мы не закончили с Белазом, но это уже будет, скорее, менее публично. И вот Белаз участвует в войне. Что это грозит для Белаза? Дальше только санкции. И больше санкций. Ну, потому что, ну, вот, а как с этим бороться еще? Ну, ось, дарэчы, цікавы момант. Ну, все ж таки, ёсць адпаведныя профільныя прадпрыемствы, якія, умоўна кажучы, працуюць на абаронку. І тут мы маем Белаз, ну, мирный завод, мирное прадпрыемства, якое павінна выпускаць сабе гэтыя самасвалы і выпускаць. Ці там, скажем, Маладзечынскі завод парашковай металургіі, там іншыя заводы, якія, здавалася, першапачаткова нацэленыя на працу на мирную выпуск мирной прадукцыі. І у дадзенай сітуацыі іх загрузка такімі заказамі — гэта неабходнасць, гэта адмысловае ўцягванне ў гэтыя ваенныя, то есть запэцкаць іх таксама, ці просто ну вот загрузить заказами, как у людей была праца, заробки. Насколько нам известно, часть предприятий сами выходят на ГВПК, на свои там министерства и говорят, что ну вот у нас есть возможность, мы хотели бы, потому что ну не продается белорусская техника нигде, ну не продается.
Мы говорили об этом. Чтобы доставить БелАЗ, цена доставки БелАЗа выросла в 3 раза. Только доставки 3 раза за 4 года. В 3 раза. А сколько еще ж будут во время этой доставки там по кусочкам отрывать себе Лукашенко и его семья? Они продаются, никому не нужны. МАЗы упали, продажи на там сколько, 50% в России за 24 год. Никому не нужны эти комбайны. И трактора Беларусь тоже не очень пользуются спросом. И поэтому, дабы не было вот этой социальной напряженности на предприятиях, я скажу так, что если начнутся проблемы в машиностроительной отрасли, там люди достаточно резкие. И чтобы не было таких проблем, особенно понимая, что система же понимала, что она входит в этот так называемый электоральный цикл. Чтобы не было этих проблем, можно их загружать. Это деньги, кровавые деньги. Ну и что? Что режим... Ему же не привыкать, кровавые деньги. Я раю і нагадываю усім подписаться на YouTube канал Белпола, каб паглядзець і гэтае і ўсе астатнія выдатныя расследаванні, якія робіць каманда Белпола. Ну і безумоўна не забывайте подписываться на YouTube канал Еврорады, ставьте свае падабайкі, націскайце на званочак, ну і расшэрвайце, калі для вас гэта бяспечна, задавайте свае пытанні. Владимир, не боитесь, что потым скажуць, что вы у тым ліку вінаватыя ў тым, что вот такая ситуация по ўцягванню беларускіх прадпрыемстваў у фактычна працу на вайну і склалася, тому что вы ж заклікаеце да санкцый. У выніку гэтых санкцый беларускія прадпрыемствы не могуць прадаваць сваю прадукцыю, а жыць жа трэба, людзей карміць трэба, зарплату ім выплачваць трэба, што рабіць? Вот і ідуць заказы бяруць. Кто так скажет? Много кто скажет, починаючи от пропаганды и до звычайных рабочих на заводе. О, я думал, кого-то другого. Ну ладно. Не будем поминать псуе. Я чаму кажу про звычайных рабочих на заводе, потому что я чую размовы, якія ад людзей, якія вымушаныя стаяць по некалькі сутак на мяжы, каб перайсці мяжу. И кто виноваты? А вот гэтая апозіцыя, которая заклікае да санкцый і там, што яны не могуць нічога зрабіць і гэтак далей. То есть вінаваты не Лукашенко першапачаткова, а вінаваты дэмакратычныя сілы, якія заклікаюць, і заходнія палітыкі, якія прыслухоўваюцца да гэтых, а вот пра патрэбы звычайных беларусаў не думаюць. Так і тут. Ну, наверное, в данном случае нужно начать с того, что мы пытаемся решить некое уравнение, где есть изначальная какая-то ошибка. Мы считаем, что все белорусы — это такие зайчики, котики, и все страдают безумно от режима Лукашенко. Я не говорю, что большинство, но есть часть белорусов, которым абсолютно плевать на то, что происходит в Беларуси. Ну, плевать на Лукашенко, им там безразлично Тихановская или Латушка. Их вообще не беспокоят политические заключенные, и они чихать хотели на то, что происходит в Украине. Вот им заплатили. Платят, да и нормалек. Хорошо. И многие такие ездят, зарабатывают на таких предприятиях типа Пеленга, Белома, а потом ездят в Польшу, в Ашан, закупиться чем-нибудь покушать и потом приехать с этим в Беларусь. Так вот, все эти господа должны понимать, что их проблемы — это проблемы, которые создал для них либо Лукашенко, либо они сами. Потому что тогда, когда были возможности выйти и сказать, ну, просто сделать по справедливости. Никто не просил там делать что-то невозможное. Просто по справедливости. Все сказали, да, эти порешают сами. Мне-то какая разница? Я же не разбираюсь в политике. Политика дико грязное дело. Я там, вот мне платят, ну и хорошо. Мне какая разница, кто будет платить? Так вот сейчас эти все предприятия, которые попадают под санкции, эти проблемы, которые имеются, это абсолютно вменяемая цена за то, что в Украине погибают украинцы и белорусы. То, что разрушаются города. Это абсолютно вменяемая цена. И инициатива по производству всего, что производится сейчас в Беларуси, эта инициатива исходит от Лукашенко.
И те санкции, в основном, которые были, там, вводились, например, с там, 2020 по там, начало, там, либо середину 2023 года, они, как правило, были политическими. Они, да, некоторые из них били там, с точки зрения экономики, но, как правило, они были исключительно политические. Это потом. Но, опять-таки, мы говорим уже про 23-й год, и прекрасно помним, что война началась в 22-м. А как вы хотели? С нашей территории зашли войска оккупантов. С нашей территории обстреливались города. И что? Будем делать вид, что все хорошо? Так вот, не все хорошо. И с учетом того, что мы видим в будущем, понимаете, Белпол никогда не делает выводов, не пишет какие-то статьи просто потому, что мы так решили, мы так почувствовали. Да, мы тут большие профессионалы. Как правило, мы вообще стараемся некоторые темы обходить стороной, но если мы что-то публикуем, то все это базируется на анализе документов, где очень часто написано, да, там, для служебного пользования, где стоят печати, штампы, иные реквизиты. И мы понимаем, что происходит, и почему это происходит, и как с этим бороться. И... Ну, добра. Кіраўнікі прадпрыемстваў самі звярнуліся у военпром, там ці якін там правильно, не все, ну, да, это самое, каб ім далі заказы, ну яны там думаюць про тое, каб загрузка была, тое сё, яны ведаюць добра, куды гэта, для чаго і што. Звычайны умоўны там токар на заводе, там ці там хто там еще, гальванщик, там ці яшчэ хто-небудзь. Он все знает. Я сам работал на заводе, и я знал, куда идет любая деталь. Я знал точно, потому что когда ты работаешь, ну это просто там, это интересно даже самому. Вот труба. Мы-то, дзякуючы вам, ведаем, что это, скажем, умоўна кажучы, одна з частак гэтай ракеты. Да. А ну, труба, апрацоўваюць, куды? Ну, может, это кавалак нейкай там водопроводной трубы? Ну, потому что помимо технологического процесса, который нам раскрывает определенные детали, есть те же самые мастера, есть те же самые инженеры, которые приходят и рассказывают, для чего это. Что, повторюсь, я сам работал на заводе оператором с программным управлением, и я прекрасно знал, что я делаю, для чего и куда это идет. Я знал, что вот это для Туркменистана, и поэтому это очень важная, скажем так, деталь для завода, потому что она приносит очень большую прибыль. Поэтому люди, ну, если ты это знаешь, ну, если ты узнал, что так происходит, ну, большинство говорят, да мне какая разница? Ну, тут это же политики, это же там что-то решают, я-то тут при чем? Так вот, Заўжды так было, и во всех краинах, по пераважной большасці. Так. Ну, не во всех странах. Вот у нас так и получается, что так вот всегда в Беларуси было, так вот это мы и имеем 30 лет. Да ладно, 30. Там и до этого ж было такое. Я гэта ўсё так вот вас спрабаваў накруціць перад пытаннем ад вожыка-патрыёта. Ну добра, а як можна ацаніць настрой саміх рабочых? Усіх все задавальняе, альбо масавы брак, про які вы рассказываете, гэта італійскі страйк? Меня сегодня второй раз уже это спрашивают. Нет. Это просто это не брак, потому что так захотелось кому-то. Это брак просто потому, что оборудование старое, советского типа, и оно не выдерживает, как и так сказать, точность на этом оборудовании. Точно детали сделать на этом оборудовании крайне тяжело. Для того, чтобы делать эти детали по-настоящему, если ты начинаешь процесс изготовления такого рода вот изделий с нуля, тебе нужно закупать новое современное оборудование. Едва ли можно сделать там точная деталь, если у тебя станок 70-го года, и, скажем так, он уже давным-давно свое отработал. Поэтому здесь есть проблемы именно с невозможностью, неумением людей делать качественно продукцию эту. Нет денег на приобретение нового оборудования. На тех предприятиях, где оно приобретено, как правило, никто никого не учит, потому что для этого нужно дополнительное финансирование, а также заинтересованность непосредственного самого предприятия в обучении этих работников. Вот и получается то, что получается.
что идет брак. Ну да, вот тут спрачаются, ну, как піша, Кветка піша, некаторыя людзі не ведаюць, што з нашай тэрыторыі заходзілі войскі, уже не раз сустракалася з такімі. Ну, а тут яшчэ войскі заходзілі, що там за вайна ідзе, а можа быць, не ўсё так адназначна, надо памагчы братушкам там і гэтак далей. Ну, вот і працуе. Дзеці, крэдиты, сем'і. Ну, так послушайте, так, те люди, которые сейчас сидят в тюрьмах, у них тоже дети. У них тоже кредиты. Ну, даже те люди, которых вот лично я знаю, которые попали, кто-то в тюрьме сейчас находится, кто-то находится в эмиграции, это люди, которые жили в абсолютном достатке. Представить 10 лет назад, что они бросят вызов режиму, ну, я не мог. А тут, когда, я помню, мы собирались и там разговаривали, и каждый говорит, там, где он там работает. Многие были, а все равно они вышли. Потому что так правильно, потому что так честно. Потому что ты выходишь не только, и там выходили люди, и делаешь что-то, ты это делаешь не только для себя, но ты делаешь это там для своих детей, для будущего своей страны. А если сидеть и говорить, да я ничего не знаю, ничего не понимаю, плохо. А чего ты ничего не знаешь? Сейчас что? Там 19 век? Почту надо, там, не знаю, там, голубями, чтобы тебе принесли. Ты зайди и почитай. Ты найди, вот у сённяшняй ситуации голубами может быть и больше беспечно. А лучше факсы. Ну, это вы уже тут утрыруете, але ведаеце, з улікам того, что вот я читаю навіну, что нават дальнабойшчыкі, якія вяртаюцца у Беларусі з рэйса, правяраюць усе тэлефоны, і не дай бог дзе-нибудь ты лайкнуў не тое, что пракаменціў это ўвогуле расстрэл, не тое, что трэба. И так все, 20 человек затрымали. Так что голубы-то... Люди не хотят читать те рекомендации, которые там писали в свое время мы, писали киберпартизаны. Все расписано для того, чтобы вот это вот так, сделайте вот. Все. И тогда все будет хорошо. Там посмотрим. Что, дальнобойщики не в курсе были, что проверяют? Ну, люди некоторые вот так вот и на безопасность. Так мы до сих пор сталкиваемся с такими ситуациями, когда там у некоторых белорусов, например, у некоторых людей, которые в эмиграции, там телеграммы привязаны, например, к белорусским сим-картам. И ты спрашиваешь, так а как? Он такой, так я как-то вот тут, так ты здесь, может, 1,5 года. Все руки не доходили. Ну, о чем? И ты, как так-то? Ну, вот так. У некоторых нету двухфакторки. Тоже все там, Мы трошку закранем тэму бяспекі. Зараз завяршаючы вось гэтую тэму новага расследавання, якое правёл Белпол, я, дарэчы, каб вы ўсё ж таки больш падрабязна паглядзелі, зразумелі, што і як адбываецца, ізноўку вас скіроўваю на YouTube канал Белпола, глядзіце іх апошняе расследаванне «Збройны барон 2», але і папярэднія раю таксама паглядзець, вартыя увагі. Калі вот падсумоўваць, вот я недарэмна ўзгадаваў першы фільм, і вы рассказали про тое, что по выніку, ну як мінімум атрымалася перарваць гэты ланцужок і спыніць там працу ці абцяжарыць працу як мінімум на 3 месяцы. У дадзеным выпадку я зразумеў так з вашага расследавання, што ўсе запчасткі для гэтых ракет залпового огня, для града робятся альбо ў Беларусі, альбо ў России. То есть вот как бы поставок умоўно з Китая, где вот это ланцужки можно перарваць, адсутнічае. Вот у дадзеным выпадку на што разлік? Толькі паказаць, што вот яшчэ прэтэндэнты ў санкцыйны спіс, ці ёсць магчымасці гэтаксама вот гэтыя ланцужкі нейкім чынам перарваць? Ці вот якія яшчэ спадзяванні? Мы не всех компаниях говорили, и тут еще нужно отметить, что для производства, для действительно запуска, выхода на производственные мощности им нужно оборудование. И вот с этим оборудованием, опять-таки, уже есть проблема. Санкции были введены против таких системообразующих компаний. То есть это не были удары по хвостам, это не были там удары по каким-то абсолютно бесполезным организациям, это были именно системообразующие уколы.
Есть еще некоторые нюансы, которые связаны, опять-таки, с компаниями, которые не вошли в само расследование, но мы знаем про эти компании, и вот эти компании, в принципе, играют важную роль. Там на самом деле там все так запутано. Получается, чтобы надавить на всю эту цепочку, нужно использовать некоторые компании, которые работают по другим цепочкам. А вот эти компании, которые работают по другим цепочкам, вот они связаны с, скажем так, иностранными комплектующими, и вот на это можно ударить, чтобы оборвать работу вот этого предприятия. И дальше оно тоже начнет все останавливаться, потому что тут очень многие предприятия взаимосвязаны друг с другом. То есть это такая комплексная работа. Если кто-то думает, что это все так просто, ты там написал письмо, отправил, пах, все получилось. Нет, так это не работает. Во-первых, может быть, когда-то так и работало, но так мы результаты этого видим. Я люблю вспоминать санкции против Окрестина. Я когда-нибудь узнаю, кто инициировал санкции против Окрестина. Это же вообще просто... как и такое вот может быть? Вот поэтому мы работаем постоянно, мы доводим эту информацию, но очень важно, чтобы все понимали, что ни в коем случае нельзя останавливать давление на режим Лукашенко. Ни в коем случае. Это не только вопрос о сейчас, это и вопрос о будущем. И здесь я согласен с Михаилом Кирилюком из НАУ, который говорил, если не ошибаюсь, на двубое о том, что именно давление привело к освобождению людей. Никогда такого не было, что сперва сняли санкции, а потом на Лукашенко кого-то выпустил. И когда мы слышим вот эти фразы о том, что необходимо снимать, договариваться, мы смотрим на документы, и мы понимаем, что мы отталкиваемся от фактов, а люди, которые предлагают торговаться, там, видят какие-то сигналы со стороны Лукашенко, они отталкиваются от своих каких-то иллюзий. И потом, если, не дай бог, что-то произойдет, с них же первый будут спрашивать, А вообще мы советуем, хотите переговоры, вы верите режиму Лукашенко, вы верите, что он договороспособный? В Минск езжайте и там договаривайтесь. Только вы едете почему-то не в Минск, а вы едете в Брюссель, вы едете в Вашингтон. И очень интересно получается, когда мы приезжаем там условно в Брюссель, и там перед нами были определенные белорусы, и мы приносим нашу информацию, это длительные, там бывает там 2-3-часовые брифинги, там огромное количество людей, мы объясняем ситуацию, что из себя представляет Беларусь, как работает экономика в диктатуре, мы знаем механизмы, методы для улучшения санкций, мы это все начинаем доводить, просто, повторю, объем нашей информации очень большой. И эти люди, там, условно, в Брюсселе там, или там, в другом городе Европы говорят, вы знаете, вот странно, а к нам вот приезжали до этого люди из Беларуси и говорят, да нет, надо договариваться, санкции вообще не надо вводить. Вы что, это только его там злит, это только... И они сидят, и они смотрят на тебя, не смотрят на факты, на документы. Ты им показываешь все схемы, как это все работает. Ты им объясняешь, что все может в их жизни в том числе кардинально поменяться. И у них есть там вот такие белорусы. Так это хорошо, если мы приезжаем после таких белорусов. А если они приехали после нас, то уже немножечко будет по-другому. И вот поэтому мы ездим постоянно куда-то едем, объясняем, показываем, доказываем. И очень хорошо, что в этом участвуют также наши украинские партнеры. Они понимают ту степень угрозы, которую представляет Лукашенко, и они понимают, что решать вопрос Лукашенко нужно всем вместе, а не только белорусам, которые пытаются здесь, и чтобы у нас были свои независимые СМИ, и независимые эксперты, и независимое то... И еще и с Лукашенко дополнительно в этом плане бороться. Конечно, можно бороться с Лукашенко, как скажем, после основной работы, но так было, по-моему, до 2020 года у тех, кто был очень долго в эмиграции, так и было. На завяршэнне да іншай тэмы коротко, што вы чакаеце ад вот гэтага выбарчага
рытуалы, які будзе адбывацца. Мы ўжо згадалі пра праверку тэлефонаў нават у дальнабойшчыкаў. Мы ведаем, што прыходзяць там нават ужо да украінцаў у Беларусі і там кажуць, не кантактуйце з экстрэмісцкімі там элементамі, да тых, хто быў ужо там адседзеў свае тэрміны ці быў заўважаны, прыходзяць, нам расказваюць пра там планы па захопе памежных абласцей і гэтак далей. Вот накрутка, чаго чакаць? Вот ёсць инсайды там с милицией, может их там до чего-нибудь рыхтуют. Последнее, с кем я даже лично пообщался там с определенными источниками из милиции, так такое чувство, что ты общаешься с каким-то зомби, что ли, потому что там такие аргументы приводятся, что ты понимаешь, что пропаганда, идеология на неокрепшие умы сотрудников МВД действует. Серьезно. И ты потом начинаешь его переубеждать, приводишь аргументы, и человек такой, да, что-то меня действительно не в ту сторону понесло. На самом деле выборов нет. То, что будет происходить, это вообще не имеет никакого отношения к выборам, и это никак не влияет на то, что будет продолжаться дальше. Лукашенко, никто его не признает, и его не признают белорусы, и Белпол будет ровно делать то же самое, что он и делал. И у нас еще очень много интересностей будет в ближайшее время, так что... Добра, тады на завяршэнне пытанне бяспекі. Зараз гэтае пытанне вельмі шмат абмяркоўваецца на падставе інфармацыі пра магчымасць атрымання пашпарта Новай Беларусі. І там нібыта трэба нейкія звесткі даваць, і тут паднялі гвалт. Да, это ўсё, мы ж ведаем і пра чорную кнігу, і пра іншыя там слівы, взломы і гэтак далей. Про вас даведаюцца ўсю інфармацыю, калі вы толькі там што-нибудь дадзіце. Як вы ставіце да самой ідэі вот этого пашпарта на тым з функцыяналам, які ў яго ёсць сёння, які прапаноўваецца, ну і вот бяспекі. Што вот калі вы захочаце атрымаць гэты пашпарт, што чаго да пра вас яшчэ не ведаюць там коллеги, яны до вас доведаются, дзякуючы сліву, взлому. Я вот не знаю, что они могут узнать, потому что даже отпечатки пальцев всех белорусов в базах есть. Как я ставлюсь, и как, в принципе, весь Белпол, мы абсолютно позитивно к этому относимся. Это хорошая попытка. Мы почитали всех критиков и не увидели ни одного конструктива. А главное, мы не увидели, чтобы кто-то сказал, а я вот готов вам помочь. Вот я считаю, что вот это плохо, но я вот знаю, там у меня есть определенные контакты связи, я сделаю лучше. Никто. Все любят просто посидеть и посмотреть, что там будет, а потом это все пообсуждать там в чатах или, не знаю, в каких-то там каналах. Не, ну это зразумелая позиция. Мне все ж таки цікавіць ваш бяспека и функционал. Вот навошта гэта, як кажуть... Функционал зависит только от нас. Это белорусы должны сделать его, прокачивать этот паспорт. Еще полгода назад у нас его не было. Прокачивать было нечего, не о чем было говорить. Теперь он у нас есть. А теперь ноги в руки... и общаться. Мы уже провели определенные встречи для того, чтобы продвинуть паспорт. Паспорт должен продвигаться самими белорусами, потому что это в первую очередь в интересах белорусов. Если говорить про безопасность, то мы знаем людей, которые занимаются паспортом, мы им доверяем. С определенными моментами нас уже ознакомили, но будет еще больше, скажем так, нас больше посвятят в определенные, скажем так, доступные для нас вещи. Но пока у нас вопросов нет. Все те скандалы, которые ранее были там с паспортом, это было, называется так, натянули сову на глобус. Когда какой-то там когда-то кошелек Лукашенко, о котором с 2011 года никто и не помнит, то ли владел, то ли владеет, компания, которая занимается выпуском книжечек. Не личные данные, а книжечки. И подняли хай, ай-яй-яй, ой-ой-ой. Ну, книжечки. Литовские паспорты друкуя. Ну, и так не только, и еще другие. Ай-яй-яй, все, это все. Ах, там еще связан какой-то человек, который учился в Академии МВД. Все, 100% агентура, все сложилось. Ну, теории заговоров для белорусов вообще некоторых очень так подходят, но это было просто, натянули сову на глобус. Мы когда посмотрели это,
посмеялись и пошли дальше. Наше мнение по поводу паспорта не изменилось. Он нужен, и он нужен в первую очередь белорусам, и белорусы же должны его продвигать. Не ждать, что там сделает это там юридичная рада Погоня, или ОСТ, или ОПК. Это мы должны на всех тех уровнях, где есть у нас возможность, сделать так, чтобы этот паспорт стал сильнее. Дякую вялікі. Ну что ж, будем сачыць і за дзейнасцю Белпола, і за тым, што адбываецца з паспартам, ну і за ўсімі астатнімі падзеямі па магчымасці таксама далучацца. А вы далучаецеся да наших стрымаў і да YouTube канала Белпола, каб можна было паглядзець тыя расследаванні, якія яны ўжо зрабілі і будуць рабіць наперад. А для этого подписывайтеся, ставьте свае падабайкі, націскайце на звоночек, адразу прыйдзе звонок і скажуць: новое расследование от Белпола, оружейный... так часто, ну да. Оружейный барон 3. Ну, это может быть когда-нибудь в будущем. Но, тым не менш, дякую Владимиру Жигару, дякую всей команде Белпола. Ну и подписывайтесь на YouTube канал Еврорады. А мы працягваем, у нас сёння багата цікавых эфіраў і суразмоўцаў. Жыве Беларусь. Жывешна.